По итогам парламентских слушаний о мерах по запрету на территории Абхазии майнинга криптовалют с использованием энергетической системы страны в парламенте состоялось внеочередное заседание сессии. Депутаты решили рассмотреть постановление рекомендательного характера и направить его в Кабмин. Люди начинают заниматься самодеятельностью. Например, в Дурипшах уже население само решило решить проблему самим. Они отключили всех людей, которые занимаются добычей криптовалюты. И был очень большой скандальный сход. Такая ситуация может и в других деревнях, и в других городах возникнуть. Учитывая все мы подготовили вот этот проект постановления, который перед вами лежит. В постановлении Народного собрания Кабинету министров рекомендовано запретить ввоз на территорию Абхазии оборудования для майнинга криптовалют, а также осуществление деятельности по майнингу криптовалют до окончания ремонтных работ на Ингур-ГЭС. Парламент также рекомендует Черноморэнерго осуществить мероприятия по выявлению потребителей, использующих мощности в целях майнинга криптовалют, и принять соответствующие меры. Отдельными пунктами постановления прописаны рекомендации руководителям госпредприятий, учреждений и организаций, Министерству внутренних дел, Службе госбезопасности и Министерству экономики. В ходе обсуждения документа постоянный представитель президента в парламенте Саида Бутба отметила, что решением правительства многие пункты постановления уже вступили в силу. Еще раз повторюсь, значит, на сегодняшний момент запрет на ввоз на территории Республики Абхазия оборудования установлен постановлением Кабинета министров. Эти ограничения на ввоз установлены до 21 декабря. Сейчас в работе Кабинета министров находится проект постановления, который предполагает продлить эти ограничения на ввоз этого оборудования где-то до конца весны, до конца апреля этого года. Поэтому эти рекомендации Кабинета министров уже на сегодняшний момент они уже действуют, даже на сегодняшний момент, и в работе находится проект постановления, который продлевает эти ограничения. Депутат Баталтапагу отметил, что постановление, которое могло бы урегулировать деятельность майнинга криптовалют, было направлено в парламент еще в прошлом году. Однако документ так и не был принят. До недавнего времени все майнеры в стране работали нелегально и не платили за потребляемую электроэнергию. По приблизительным подсчетам, ежемесячно страна должна получать от деятельности майнинговых фирм до 50 миллионов рублей. После принятия решения правительства по легализации майнинга криптовалют люди начали официально регистрировать свой бизнес и платить по счетам. По словам Тапагу, платежи от майнеров составляют около 10-15 миллионов рублей в месяц. Депутат считает, что данную деятельность стоит разрешить тем, кто имеет техническое разрешение и легально занимается добычей криптовалют. Такого же мнения придерживаются и некоторые другие депутаты. Считаю, что после этих слушаний мы можем принять сегодня постановление, можем его не принять, но буквально 15 минут тому назад мы с некоторыми депутатами, нашими коллегами, звонили Михаилу Валерьевичу Логу. Он сказал, что сегодня уже отключено 30 мегаватт, и сегодня электроэнергия передается, 4 часа отключают. В течение, он срок не назвал, чтобы не быть обязательным, в ближайшее время мы еще отключим те, которые нелегально. Будет 2 часа. И в итоге к первых числах декабря мы выйдем на то, что население будет получать электроэнергию бесперебойно. Здесь есть люди, которые это слышали, это не я один говорю. Но дело в том, что если появится избыток в дальнейшем, чтобы не губить тот маленький бизнес, который люди создали, вложив достаточно серьезные средства на приобретение майнеров, это никогда не было запрещено. Наш закон не запрещал им приобретать. У нас есть административный кодекс, по которому, как говорится, они не лишены этого. И завозить сюда, чтобы не губить, потому что уже сформировался определенный бизнес, люди закупили это оборудование, они будут ждать. И они, когда будет возможность у Черноморэнерго, смогут предоставить электроэнергию, та, которая, возможно, им продана. Я предлагаю, чтобы не менять это постановление, просто добавить во 2 статью постановления, где написано рекомендовать Кабинету министров Республики Абхазия запретить осуществление на территории Республики Абхазия деятельность по майнингу криптовалют с использованием мощностей единого оператора переданных и распределенных сетей, не зарегистрирована официально в Черноморэнерго организация. Более того, мы можем рекомендовать внести изменения в законопроект о конфискации майнингов, те, которые, я не знаю, как правильная формулировка вот этих аппаратов, которые подключаются к энергосети
самостоятельно, без разрешения Черноморэнерго. Ведь много людей, которые завезли это до этого, завезли в этом году, они в это вложили деньги, да, но обойтись с ними таким образом, конфисковать имущество. То есть мы должны взять какой-то тайм-аут, чтобы разобраться с этой проблемой. Но это не такая проблема, которую можно разом решить, запретил и все. Огромный пласт проблем параллельных сложился из-за этой ситуации, понимаете? Дадим им возможность. Другой вопрос, если мы увидим, что беспорядочно работает, допустим, Черноморэнерго или курирующие их органы, уже парламент может выразить свое мнение, в том числе и в более жестком виде, и перейти на личности, скажем так, понимаете? В любом случае наши постановления носят рекомендательный характер. Но сегодня вот прошло ровно 5 дней с тех пор, как были слушания. Отключили 35 мегаватт. Может, они продолжат в таком же духе? Ситуация на этот момент доведена до пиковых своих возможностей. И на следующем этапе, поверьте мне, ближайшие полгода максимум, мы здесь, в этом парламенте, будем обсуждать вопросы о продаже, или же о приватизации электроэнергетики, или же вообще каких-нибудь вещах. И пока вот этот маленький люфт есть, я думаю, что есть предложения, где можно вылезти, в том числе из того, что Баталов Иванович, и другие есть предложения по выходу. Коллеги, я вас призываю не к данному постановлению, я вас призываю после этого постановления в течение следующих нескольких месяцев заставить Министерство экономики посадить, сказать, давайте выход. Давайте сейчас или никогда. Однако, учитывая тяжелую ситуацию в энергетической сфере, многие депутаты высказались за полный запрет деятельности криптоферм. Реально сегодня у нас нет такой возможности, чтобы у нас высвободилось 40 мегаватт. Это можно говорить после того, когда мы реально приобретем, может быть, когда-нибудь приборы учета, поставим их и сможем понять, что у нас это высвободилось данной мощности, тогда мы можем дать разрешение на это подключение. Давайте говорить открыто. И когда мы этот закон принимали здесь все вместе, и все, кто здесь был, буквально единогласное было решение по принятию этого закона, чтобы все наши генерации и передающие сети были собственностью государства, прежде всего. Вопрос, понятно, что они и тогда, и у них есть определенные износы, но тем не менее она сегодня обеспечивает и может обеспечивать. Вопрос в том, что данное постановление нам нужно принять для того, чтобы понять, если у нас высвободится, проведутся те ремонтные работы на Энгельгец, которые запланированы, тогда можно к этому вопросу вернуться и дать разрешение. На сегодняшний момент нам нужно общее решение принять и сделать так, чтобы у нас был свет, потому что мы уже и так перебрали те 40%, которые выделялось наше ежегодно по соглашению. Поэтому давайте все вместе, не споря, подойдем к этому вопросу и примем решение, которое удовлетворит и население, и нас всех. А потом будем рассматривать и регулирование, и все остальное. Когда испортится погода и наложится на майнинговые проблемы еще отопительные, у нас отопление это электричество, как вы все понимаете, у нас не будет времени в течение декабря, и как вот сейчас поправляют, в январе начнется якобы ремонт туннеля. Потом цены за переток как бы 2,50 или 3 рубля, не помню точно. В любом случае они больше, чем руб 50 установлены за майнинг валют. Банально, в чем экономическая схема, мы теряем по всем фронтам. То есть прошу не забывать. И самое главное, народ на примере села Дурипш, когда начнет сам решать свои проблемы, наши постановления уже будут безнадежно опоздавшие, как и меры Черноморэнерго и так далее. У нас была комиссия по энергетике, чтобы вы понимали. Нет, я хочу сказать, что комиссия работала, и мы как раз-таки, когда один из вопросов работы комиссии был вот эта криптовалюта. Это очень жестко тогда обсуждалось. К разговору Саида Рушневна, я с вами не соглашусь только в одном, что, в принципе, уже все это делается, а парламенту не надо принимать постановления. Я считаю, что результатом того, что мы сегодня заседаем, и того заседания, должно явиться принятие нашего постановления. В итоге, после обсуждения до голосования был предложен проект постановления с поправками, но он не прошел. Затем депутаты проголосовали за первоначальный вариант постановления, который был принят большинством голосов. Аля Катрав, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение.